Шокирующий ролик, на котором видно, как ребенка насильно забирают из дома, сегодня бурно обсуждается в сети. Семейная драма произошла в Кушнаренковском районе. Она ее тащит. Она ее тащит. Они насильно ее тащат. Истошные крики девочки в тот день слышала вся округа. Школьница сопротивляется и зовет на помощь, пока несколько человек несут ее в машину к маме из дома отца. И все это на глазах у шокированных соседей. Суд постановил, что девочка должна жить с матерью. Насильно. Решение суда исполняют не сотрудники ФССП, они, кстати, стоят рядом, а родные и друзья матери Яны. Просто не было другого, как уже варианта, нам надо было ее забрать. Я и с ней не смогла бы так найти общий язык, отношения. И просто был единственный выход только так ее забрать. У папы девочка жила около года. В прошлом месяце Яне исполнилось 9 лет. На день рождения отец подарил новый велосипед. Ну почему? Ну потому что мама такая. Мама много сделала при ней у нее на глазах. Садись. Что сделала? Ну, много чего творила. Например? Ну, что, гуляла, что? Прекрасно понимаете. Я вот здесь сидела на подушке, телек смотрела. Они вот здесь разговаривали. Я услышала, что там тетя Лесян сказала: привези мне пиво. Хорошо, мама что сделала? Оделась, поехала или что? Да. Как правило, суд редко встает на сторону отца. По закону Яна действительно должна находиться сейчас у мамы. Вот только какой ценой? Не буду не обелять никого. Я вижу, что виноваты оба. И отец, и мать. В конце концов, они должны были встать на защиту интересов своего ребенка. Он же все это запомнит. Это все и в дальнейшем он вспомнит им. И отец должен был, и мать должны были сесть и решить, каким образом исполнить это решение суда. Двое взрослых не смогли решить конфликт, который был между ними, но пострадал в итоге третий человек. Маленький, но все понимающий, их общий ребенок. С папой, с мамой хочу вместе жить.